Как вы, наверное, уже знаете, сколько веков в мире существуют восточные европейские модели лечения. По клятве Гиппократа, отца медицины, жившего за 460 лет до нашей эры, медики выполняли свою главную работу. Известно, что в 980-х годах нашей эры восточный врач Авиценна или Ибн Сина или Улугман работал в Средней Азии, а именно рядом с нами в городе Самарканд. Его самые известные работы – это книга исцеления, философская и научная энциклопедия, и канон медицины, медицинская энциклопедия, которая стала стандартным медицинским текстом во многих средневековых университетах и использовалась до 1650 года. И в то же время рядом с нами представители китайской народной медицины, которая тоже отличается своей уникальностью. Меня проинформировали, что сегодня принимает участие около 400 медицинских работников, в том числе 100 зарубежных гостей, включая таких академиков, как Александр Григорьевич Чучалин, Юрий Никитович Беленков, Елена Зеликовна Голухова, Оксана Михайловна Драбкина, Сергей Владимирович Готье, Геннадий Григорьевич Булава, Евгений Владимирович Шляхто и Марина Владимировна Шестакова, которая принимает участие в онлайн. Все эти наши академики являются учеными с мировыми именами. Рад видеть всех присутствующих и тех, кто подключился онлайн на открытие Международного медицинского конгресса в ШОС. Хочу подчеркнуть, что проведение конгресса посвящается памяти нашего выдающегося ученого, клинициста, академика, героя социалистического труда Мирсаида Миракимова. Образованный им Центр кардиологии и терапии является ведущим медицинским научно-исследовательским учреждением в области высокогорной медицины в мире. Дорогие участники, сотрудничество между странами представляет собой важный инструмент интеграции. Она способствует развитию медицинской науки и практики, повышению квалификации медицинских специалистов, а также обеспечению доступности и качества медицинских услуг для всех граждан. В этом контексте объединение усилий, общие интересы и задачи государств позволяет успешнее справляться с вызовами современной медицины. Развитие системы здравоохранения является одним из главных приоритетов направлений для нашей страны, и Кабинет министров Кыргызской Республики придает особое значение ее стратегическому развитию. Это подтверждается рядом проводимых реформ в секторе здравоохранения. За последние 3 года объем финансирования системы здравоохранения увеличился в 2 раза. Если сравнить, то в 2019 до пандемийного периода было выделено из бюджета 19 миллиардов сомов, а в прошлом году уже 38 миллиардов сомов. Средняя заработная плата в среднем увеличилась от 2 до 3 раз. Конечно, этого недостаточно. Мы с нашим уважаемым министром Алымкадыром Савердиновичем работаем над дальнейшим повышением заработной платы и усилением материально-технической базы. У нас есть эти планы, у нас есть источники финансирования. Надеемся, мы и дальше продолжим работу в этом направлении.